теперь к несколько изъезженной, но никогда не утихающей теме ЖКХ. Казалось бы, мы уже давно привыкли к левым схемам, двойным платежам, завышенный счет фактурам. Все это было и пока никуда не делось. Управляющие компании борются с жильцами, а собственники пытаются придумать новые, удобные, а главное, честные способы управления своими накоплениями. И такие способы были и есть. Сначала жильцы собирались в кооперативы, затем появилось товарищество собственников жилья. А не так давно возникла новая форма управления – товарищество собственников недвижимости. Формы правления, которые предусматривают, что в доме ничего не может случиться без ведома и тем более против воли собственников. Но не тут-то было, и примеров масса. Известное уголовное дело в отношении председателя ТСЖ Азина-1, которого приговорили к году тюремного заключения за мошенничество. Однако, надо признать, это едва ли не единственный случай реального срока в отношении председателей ТСЖ. Так, жители кооператива «Спартак-3» уже 2 года добиваются возбуждения уголовного дела в отношении экс-председателя. После его увольнения собственники не досчитались на счету капремонта 3 миллионов рублей. Объединение собственников жилья – удобная схема правления или мошенничество? То, что так хорошо выглядит в статьях Жилищного кодекса, увы, подчас совершенно безобразно устроено в реальности. Несколько историй из этой реальности расскажет Диляра Юсупова. Система ЖКХ – это сложный многослойный организм, разобраться в котором порой не под силу даже самому грамотному обывателю. В классическом варианте собственник находится в начальной точке на пороге. Он финансово безграмотен, не слишком инициативен и излишне эмоционален. А вот коммунальные управленцы находятся намного выше. Им сверху видно все. И как обмануть неграмотных жильцов, и как грамотно воспользоваться лазейками в жилищном кодексе. Конечно, это не всегда так. Управленцы бывают разные. Но то, что остается всегда, это вот этот глобальный разрыв между одной страной и другой. Некоторые из них порой очень сильно оторваны от реальности. И пока жильцы кричат «Эй, вы там наверху!», там наверху проживается своя отдельная жизнь, где есть место приписанным счетам и левым схемам. И куда ни пойдем, и все говорят: ой, наглец, ой, наглец. И опять никто ничего не делает. Никто нам не хочет помочь. Так же нельзя. Если за 5 рублей людей сажают на 5 лет, этот миллионы. Строительный кооператив «Спартак-3» по улице Татарстан. Все было неплохо, пока однажды жильцы не стали замечать загадочных мистификаций со стороны председателя. То появляется паспортистка, о назначении которой никто из собственников не знает, но это не отменяет отчисление общего фонда в ее зарплату, то вдруг возникает графа «Прочие расходы», которая никак не расшифровывается. Что за расходы? Да просто какие-то расходы, на всякий случай. Когда мы собрали счет фактуры и посчитали по ним, с 2013 года у нас капитальных ремонтных денег должно быть около 2 миллионов. Но в итоге мы получили только 65 тысяч. Куда деньги ушли, до настоящего времени мы не знаем. Ошибка, недоразумение, решили посчитать всем домом и не досчитались. За 6 лет. И общая сумма 3 миллиона 136 819 300. Но плюс еще 2020 год добавляется по капитальному, естественно, сумма будет увеличена. Теперь на спецсчете капремонта осталось около 65 тысяч рублей. Объяснить такую геометрическую регрессию правдом не смог, да и не захотел, и даже не посчитал нужным. От жильцов отмахивался, а на звонки не отвечал. От Москвы он с этой стороны делал, с той стороны дома он ничего не делал. А он себя отчитал, что сделал. Тут он, говорит, лампочки поставил. Нигде у нас лампочек нету. Просишь у него: Валера, лампочки делай, дай. У меня денег нету на лампочки. Мы все сами все делали. Вообще полнейшее безобразие. И ушел он сам. Что хотел, то и делал. У него ни разу не было ревизии. Счетной комиссии он ничего не давал, никаких документов. Ушел, самовольно ушел, сам себя бросил. Он, наверное, думает, что хочу, то и ворочу. Вот он живет 2-й год. Ничего. 2 миллиона нашел денег, прикарманил, ушел. Жильцы тем временем накануне отопительного сезона остались без управления. Быстро выбрали новую управляющую компанию, которой пришлось взять дом со старыми проблемами.
При переходе к нам в управляющую компанию мы посоветовали, чтобы люди все-таки проголосовали за то, чтобы деньги копились у рекоператора, что люди и сделали. На момент управления ЖСК «Спартак» деньги, собранные за капремонт, на этот счет, на спецсчет не переводились. То есть это вопрос большой куда, то есть они израсходовались. Всю техническую документацию председатель управляющей компании передал, но не отдал самое главное – финансово-отчетную документацию, а просто сказал: «Не собираюсь перед вами отчитываться». Мол, ничего лишнего я не брал, но доказывать это не собираюсь. Мы все же рискнули заглянуть к экс-председателю, и дверь нам, как ни странно, открыли. Отчет каждый год проводился. Куда какие суммы уходили, куда что осталось. Если это они не понимают, это не мои проблемы. Нет, а я тоже на принцип иду. Зачем? Как зачем? Подожди, меня обзывают я что-то должен... Я должен оправдываться? Подожди. Что у нас в юриспруденции сказано? Докажите, что я виноватый. Я не имею права отдавать документы сторонней компании. Все. Кстати, в последнем он прав. Возвращать финансовый отчет новой управляющей компании он не обязан, а вот отдать его собственникам должен по закону. Другой вопрос, кто же контролирует соблюдение жилищного кодекса. По факту управу на различные ТСЖ и ЖСК не может найти даже жилищная инспекция. Все, что создавалось между собственниками, между ними и остается. Наш жилищный кодекс, который мы приняли в 2005 году, он дал возможность собственникам как принимать решения о способе управления, но он на них еще и возложил обязанности, чтобы они за всем следили, собственники сами. Если собственники внимательно за этим следить не будут смотреть, куда тратятся средства, не будут смотреть, как исполняют это, не будут на это обращать внимание, то у председателя появится возможность работать спустя рукава, заниматься нецелевым расходованием средств, ну и так далее, и так далее, и так далее. ТСЖ и ЖСК, казалось бы, ну вот она честная форма правления. Сами собственники следят за собственными средствами. Так и было до определенного времени. ТСЖ – это не управляющая компания, у них нет лицензии, а по итогу нечего терять. К тому же собственникам нередко проще подчиниться, чем вступать в конфликты, которые принимают затяжной и латентный характер. Себе дороже. Разочарование граждан, ощущение бессилия и брошенности, бесправия и неэффективного правового регулирования в данной сфере – все это последствия произвола ТСЖ и ЖСК. Управляющая компания, значит, если председатель отказывается добровольно, она должна его понудить эти деньги либо вернуть, либо отчитаться, по крайней мере, перед собственником, куда они потрачены, на капитальный ремонт или нет. Обратиться в суд. Либо собственники могут обратиться в суд. Я боюсь, что в тот момент, когда произойдет решение, или вдруг судебные приставы придут к нему, передавая документы, окажется, что их нет. Привлечь к уголовной ответственности таких председателей правления крайне сложно, но можно. Несколько лет назад суд Набережных Челнов приговорил бывшего председателя ТСЖ «Монолит» к 3 годам и 6 месяцам колонии за хищение 3,5 миллионов рублей. Или другое громкое дело с ТСЖ «Азина-1», где председателя осудили на год колонии за хищение средств жильцов. Но все эти случаи скорее исключение, чем правило. А правило таково. Разбирательства затягиваются на годы. Уже несколько лет они продолжаются и в доме 72 по улице Фучика. Война между ТСЖ и жителями разрослась настолько, что в дело даже вмешалась прокуратура. С какой целью приехали? Вы объясните, какая цель? Вот он снимает чего? Что он снимает? Кто ему дал указание? Нельзя стоять здесь. Сейчас, говорит, приедет Росгвардия. Сейчас Росгвардия приедет, будем разбираться. Вот так вели себя представители этого ТСЖ, когда увидели нашу съемочную группу. Очередной раз, возможно, подтверждая, что дыма без огня не бывает. Кто из сторон прав, будут разбираться компетентные органы. Все подробности этого дела вы можете найти в интернет-газете «Реальное время». В таких делах единственной нитью может стать либо суд, либо заявление в полицию. Другой вопрос, что, как правило, МВД не находит состав преступления в подобных ситуациях. Так произошло и с ЖСК «Спартак-3». Прокуратура признала, что есть нарушение по статье «Самоуправство», но полиция в возбуждении дела отказала. При этом председатель не был вызван на допрос. Его допросили по телефону и посчитали ответы правдивыми. На этом все. Но история оказалась с продолжением. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Следственным управлением МВД России по городу Казани отменено.
В настоящее время проводится дополнительная проверка по материалам дела. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение. Теперь это дело будет проверять УВД города и отправят на дополнительную проверку. Правда, дел таких сотни в республике. Может, стоит уже прекратить толочь воду в ступе и решить проблему более эффективно и более глобально, то есть законодательно. Диляра Юсупова, Андрей Мохов, Андрей Ключников, 7 дней.